Расскажите, как появились эти часы, что послужило их созданию? Ну, первая идея была еще до того, как я появился в Республике Коми, это где-то 86 год. Сотрудник испытательной пожарной лаборатории Сычев Александр Владимирович, вот, ему было внесено предложение, чтобы на башне поставить часы, городские часы, да? Ну и пообещали ему за это квартиру. Вот. Он занимался этим где-то, может быть, больше года. Часы сделал, они ходили, но квартиру он не получил. Естественно, года два он их обслуживал, потому что обслуживание тоже, в общем-то, непростое дело. И потом как-то это все потихонечку заглохло, часы встали, никто им больше не занимался, и, в общем-то, десятилетия они не ходили. Второй раз с предложением уже, вот я работал в этой же испытательной пожарной лаборатории, ко мне обратились городские власти с просьбой восстановить часы. Вот, я взялся за это дело. Это был 1991 год. Ушло у меня на эту работу где-то больше полгода, месяцев 7. Я, естественно, демонтировал часы, многое там переделал циферблат, сделал двойные, как говорится, двойную подсветку лампочек, два ряда, чтобы если одна погасла, то все равно часы, как говорится, час показывал, тот час, где лампочка погасла, то есть дублировал. Сделал светоотражающей пленкой, обтянул циферблат, чтобы можно было в любое время суток, они более-менее нормально смотрелись. И главное, это озвучка. То есть каждый час часы играли мелодию на известного, как говорится, композитора Республики Коми Перепелица «Мой Сыктывкар». То есть играл один куплет. И я таким образом взял магнитофон Яуза или Комета, по-моему, Комета, да. Это катушечный магнитофон, загольцевал ленту, то есть кольцо сделано именно на секунд 12-14, это время, которое, в общем-то, один куплет этой мелодии. Вот, и каждый год через реле времени, каждый час через реле времени срабатывал магнитофон и проигрывал эту мелодию в течение 14 секунд. Вот. Естественно, этот магнитофон был установлен в моем кабинете рабочем, обслуживание все шло на мне, и где-то лет 5 часы справно проходили. Как сказать, единственное, заряжал только аккумуляторы, потому что аккумуляторы были большие, танковые, они были установлены в башне. И там же был установлен специальный динамик, который, в общем-то, я выклинчил в охране лесов, в авиаохране лесов. Там, значит, динамики, самолетные, это вот чтобы оповещать население, мало ли, с воздуха о чем-то на военное время. Вот этот динамик я поставил туда, и громкости хватало, в общем-то, можно было слышать около рынка их бой. Правда, мы потом уменьшили громкость, потому что это слишком ближайшие дома, чтобы людей, как говорится, не пугать утром, особенно в вечернее и утреннее время, мы мелодию немножечко приглушили. Но было достаточно, чтобы окружающий район слышал. Играли часы с 9 утра до 9 вечера. Так было установлено. Ночью нет, не играли. Чтобы, как говорится, не мешать горожан. Вот. Дальше, значит, их судьба такова, что, естественно, появились новые современные технологии, катушечные магнитофоны ушли в прошлое, все сейчас на цифре, поэтому переписали музыку на цифру, и управление сейчас идет с ЕДДС, то есть Единая диспетчерская служба, которая здесь круглосуточно работает в этом здании, и они уже контролируют и ход часов, и музыку, то есть до сих пор часы работают справно.